Древнейшие спутники мамонтов. Так ученые иногда называют лесных бизонов, чьи предки бок о бок ходили по земле вместе в древние времена. Вот уже 18 лет в Якутии восстанавливают популяцию этих парнокопытных, завезенных в резерват из Канады. И, как признаются специалисты, они уже стали больше и мощнее своих североамериканских собратьев. Проверил это и наш корреспондент Петр Васильев. Внушительная мохнатая голова, почти тонна мышечной массы и способность развивать скорость до 70 км в час. Лесные бизоны способны внушить страх даже самому заядлому любителю животных. На самом деле эти исполины достаточно мирные. К туристам относятся с настороженностью. Из лесных зарослей появляются только на звуки рассыпающегося комбикорма и знакомые призывы работников резервата. Работники без знали, каждое утро их кормят. Суточная норма кормов у них там 2-3 килограмма комбикормов, 20 килограммов сена и дополнительные сами копытят, получается. Этот заповедник – большой шаг к возрождению местной фауны. Территория его более чем огромная – 126 гектаров. Все для того, чтобы звери не чувствовали себя подневольными. Ну а всего здесь обитает больше 40 вот таких вот бизонов. Самцы отдельно, самки с детенышами отдельно. Их сводят только летом во время брачного сезона. Телят, кстати, в этом сезоне родилось сразу 12. В ближайшее время их отправят в резерваты в разные районы Якутии. Сунтарские, горные и даже на Среднюю Колыму. Летом животные находятся на свободном выпасе, а уже ближе к зиме их перегоняют обратно к людям. В том числе и для того, чтобы туристам заповедника Усть-Ботома было легче за ними наблюдать. Мы тут проводим экскурсии. Зимой на буране, летом на машине, на тракторе. Плюс у нас есть домики летние, могут их снять, остаться на ночь. Но для туристов заповедник разработал целую туристическую инфраструктуру. Тут и комфортабельные теплые домики, и экотропа, и сплавы, и рыбалка, и разные экскурсии. Ну а в зимний сезон добавляются ледяные горки, скульптуры и катание на буранах до места обитания бизонов. Если к бизонам по объективным причинам близко подойти не получается, то на помощь приходят другие обитатели парка. Вот, например, изюбры. Главная цель специалистов – выпустить животных на волю. Но для этого понадобится десятки лет, ведь чтобы стать полноценным видом, этих могучих быков в Якутии должно быть не меньше 1000. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Хангаласский район.